Новый фельдшерский пункт в селе Тайонары, установка мемориального ансамбля возле стелы «Орла», деятельность прокуратуры района по защите прав семей с детьми-инвалидами, соревнования по легкоатлетическому биатлону среди студентов колледжа Айтын и инаугурация новоизбранного главы района. Смотрите в этом репортаже главные новости из Хангаласского улуса. В островном селе Тайонары появился новый фельдшерский пункт, строительство которого было профинансировано на собственные средства районной больницы. Долгое время медицинская помощь здесь оказывалась в скромных условиях. Фельдшерский пункт размещался в небольшом деревянном здании площадью всего 25 квадратных метров с низкими потолками. В 2010 году его даже затопило во время весеннего паводка. Теперь фельдшер Дарья Хаютанова и технический работник Зоя Рыгунова встречают пациентов в совершенно ином современном здании. Новый, просторный и благоустроенный пункт занимает 76 квадратных метров. Внутри предусмотрено все для комфорта и эффективной работы. Просторный кабинет приема, процедурный кабинет, санузел и техническое помещение, комфортная зона ожидания для пациентов и даже уголок для аптечного пункта. Для небольшого села, где проживают около 100 человек, открытие такого объекта – это не просто появление современного здания, а настоящая гарантия доступной и качественной медицинской помощи для каждого жителя. Но в маленьком селе работать удобно. Я местная, поэтому знаю здесь всех, кто чем болеет, кто чем страдает. Вот, поэтому контролировать хорошо. И когда звонишь, приходи на диспансеризацию, они приходят, не отказываются. Вот, поэтому удобно. Ага, у нас еще с прошлого года начал работать аптечный пункт. ЦРБ договорилась с фармбазой, и сейчас вот мы заказываем, заявку подаем и получаем оттуда лекарства, в основном, которые необходимые. В скором времени возле стелы «Орла» установят мемориальный ансамбль, посвященный 4 выдающимся хангаласам – Тыгыну Дархану, Мазары Базекову, Сафрону Сыранову и Илье Шадрину. Идея создания такой скульптурной композиции вынашивалась давно, но именно в этом году, благодаря активной поддержке администрации района, проект получил реальное воплощение. Предстояла масштабная подготовительная работа от выбора оптимального места до детального согласования с историками и общественностью. Мы увековечиваем имена Тыгына Дархана, Мазары Базекова, Сафрона Сыранова, Ильи Шадрина, выдающихся сынов нашего народа, внесших огромный вклад в историю, просвещение и укрепление связи с Россией. Эта композиция станет символом памяти и преемственности поколений, напоминанием о наших корнях и об ответственности перед будущим Хангаласского улуса. Следующим ответственным этапом стал выбор скульптора, способного воплотить столь значимые исторические образы. Свое художественное видение представил Алексей Андреев, преподаватель Покровской детской художественной школы, продемонстрировав эскизные модели из пластилина. Вот получается Мазары, Сафрон Сыранов и Илья Шадрин. Вот эти вот как раз это эскизный вариант. Вот в пластилине как раз он тоже... У него есть свой каркас. Здесь у Мазары будет флаг. Хоть Алексей обладает приличным художественным стажем, но именно созданием скульптуры он начал заниматься 1,5 года назад. При этом его особенно вдохновляет создание героических, мужественных образов. Мне нравится делать вот таких ботеров, именно богатырей. Вот. Не знаю, почему, откуда это у меня появилось, но у меня и дипломные работы по живописи, они тоже связаны с ботерами. Все лето Алексей кропотливо работал над созданием всех 4 скульптур во дворе художественной школы, где ему активно помогали друзья и коллеги. Инструменты и материалы были использованы. Это металл, конечно же, металлический каркас. Обшита она сеткой специальной, да, такой, для того, чтобы можно было налаживать бетон. И, соответственно, арт-бетон. Он необычный, не как везде, допустим, используют, да, бетон. Это с использованием волокна и добавлением добавок специфических для того, чтобы бетон был более пластичным и крепким.
На сегодняшний день все 4 монумента полностью готовы. Остается лишь финальное оформление постаментов, которые будут выполнены в виде природных скальных образований. Уже совсем скоро эти 4 великих хангаласа займут свои почетные места возле стелы Орла, встречая и провожая жителей и гостей Улуса. Прокуратура Хангаласского района добилась защиты прав семьи с ребенком-инвалидом на получение просторного и благоустроенного жилья. До этого девочка с тяжелым заболеванием иммунной системы вынуждена была жить с родителями в тесной однокомнатной квартире. У покровчанки Юлианы Беспаловой 2 дочки. Младшая родилась с серьезным заболеванием иммунной системы, которое начало проявляться в возрасте 1,5 лет. В то время женщина с ребенком жили в деревянном, частично благоустроенном доме. И, учитывая диагноз девочки, проживание там было категорически невозможно. Тогда Юлиана впервые обратилась за помощью в администрацию города. Я просила, плакала, умоляла, что это угрожает жизни, как бы. Возвращаясь, просто тяжело. Мне разводили руками, говорили, ну вот, вы поймите нас, у нас ничего нету. Параллельно с борьбой за достойные условия Юлиана с дочерью проходили длительное лечение в Москве. Там девочки неоднократно проводили пересадку костного мозга, поскольку первые попытки трансплантации донорского материала не приживались. Проведя почти год в столице, Юлиана с дочкой вернулись в Покровск, где им выделили на временной основе однокомнатную благоустроенную квартиру. Выбора не оставалось, и женщина согласилась на такое жилье, где для девочки, нуждающейся в стерильных условиях, создали практически вакуумную среду. Сделали там планировка такая, что вот комната и вот такой вот раз закуточек. И там мы ей сделали как бы комнату. Единственное, я боялась, что зрение и маленькое вот это вот пространство ее, что не дай бог там микробы начнут собираться, что проветрить я не могу так, как оно должно быть. Однако и в этой квартире стало невозможно жить. Врачи настоятельно рекомендовали переехать в жилье, где у девочки должна была быть отдельная комната, отвечающая всем медицинским требованиям. Как любящая мать, Юлиана вновь решила бороться за достойные и безопасные условия проживания для дочки. В этот раз ее союзником стала прокуратура района. В ходе проверки прокуратуры Хангаласского района установлено, что согласно договора краткосрочного найма жилого помещения от 8 апреля 2024 года Беспаловой предоставлено жилое помещение, расположенное по адресу город Покровск, улица Пионерская, дом 8, корпус 1, которое не отвечает санитарным и техническим требованиям. По установленным нормам предоставления общей площади на каждого члена семьи с учетом права несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Была проведена прокурорская проверка, и в адрес главы города Покровска внесено представление с требованием устранить нарушение прав семьи с ребенком-инвалидом. В итоге семье подобрали просторную 4-комнатную квартиру, где у девочки наконец появилось свое безопасное пространство. Это вот дочина комната, ее уголок. Она счастлива просто. Ну, здесь еще вот планируется компьютер повешать ей, все это есть, просто еще все не разобрано, много всего. Уже месяц семья Беспаловых осваивается в новой квартире, потихоньку делая косметический ремонт и планируя долгожданное новоселье. Для Юлианы это не просто квадратные метры, а залог здоровья и спокойствия дочери. Теперь, когда у девочки есть собственная безопасная комната, семья Беспаловых наконец-то может вздохнуть с облегчением. В городе Покровске прошли соревнования по легкоатлетическому биатлону среди студентов колледжа цифровых технологий «Айтын». Мероприятие приурочили к 25-летию колледжа и предстоящему дню среднего профессионального образования. Парк Покровска на один день превратился в спортивную арену для студентов 1 и 2 курсов колледжа «Айтын». На старт вышли 4 команды, в каждой по 2 девушки и 2 юношей. С регламентом состязания ребят ознакомил преподаватель-организатор ОБЖ Михаил Сотников. Он объяснил командам, что им предстоит пробежать кросс на определенную дистанцию, а затем выполнить 5 выстрелов из пневматической винтовки. Важно отметить, что Михаил – участник СВО, вернувшийся с передовой после ранения в августе этого года и приступивший к работе в колледже в сентябре. И 5 раз стреляют, из 5 они, если с 5 они ошибаются, тогда штрафной 1 круг. Если с 5 все пройдут, тогда сразу финиш. Легкоатлетический биатлон требует от участников не только скорости и выносливости, но и предельной концентрации, а также точности, особенно на огневом рубеже. Студентам пришлось проявить все эти качества в полной мере. Самое сложное это было вот после бега восстанавливаться, когда стоишь, тебя вот не видно прицел, еле смотришь туда, попадаешь. Ребята очень заинтересованы, им очень интересно.
Ага, особенно девушкам. Да? Со стороны, если смотреть, то в основном попадают в цель, в мишень, в основном девушки, чем юноши. Помимо соревновательного азарта, данные состязания для студентов – это отличная возможность отвлечься от цифрового мира, получить необходимую физическую разрядку на свежем воздухе и укрепить свое здоровье. Как ты думаешь, почему легкоатлетический биатлон проводит соревнования вот в колледже, а не по другим видам спорта? Ну, чтобы, у нас же по большей части специальности программисты. И вот, думаю, чтобы айтишники там занимались спортом, не забывали про себя. Они обычно сидят в сидячем образе жизни. Взбодриться. По итогам состязаний самой быстрой и меткой оказалась сборная второкурсников Хотой. Организаторы отметили, что соревнования по легкоатлетическому биатлону станут ежегодными и будут проводиться в преддверии Дня среднего профессионального образования. Новоизбранный глава Хангаласского улуса Сергей Гребнев официально вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации состоялась в городе Покровске в здании Центра культуры Саргыты-Гюльгете. Поздравить Сергея Гребнева с этим событием пришли жители улуса, которые доверили ему управление районом, а также его соратники, коллеги, друзья и члены семьи. Церемонию облачения в якутскую национальную одежду с серебряными атрибутами провели его классная руководительница Екатерина Платонова и председатель районного совета депутатов Анатолий Антонов. Затем Сергей Гребнев принес присягу, после чего был благословлен в ходе традиционного обряда алгыс. Завершилось мероприятие массовым осохаем, устроенным прямо в фойе здания. Напомним, на выборах главы района Сергей Гребнев одержал победу как самовыдвиженец, а после вступил в ряды партии «Единая Россия». Я ожидаю от него очень многого ожидаю, что наконец-то Хангаласский улус у нас будет в числе лучших улусов, потому что он трудяга, он не высокомерный. Поэтому я считаю, если его команда, население, хангаласцы его поддержат, он, конечно, в поле не воин. Да? Вот слова Михаила Ефимовича «знанием победишь». Да? А вот эти слова я могу сказать также, у него знаний хватает, но он трудом победит и при поддержке, конечно, населения улуса.